В повестке дня 29 вопросов. Члены правительства начали с кадровых назначений. Сначала вновь утвердили в должностях заместителей министра образования и науки Дмитрия Гварами и Медею Ченгелия. Затем произвели ряд новых назначений. Правительство освободило Владимира Каппа от должности главного редактора Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны», согласно поданному заявлению, и назначило нового руководителя, известного поэта, публициста, журналиста Энвера Ажиба. Тамас Цахнакия возглавил Сухумскую республиканскую больницу, оставив пост первого заместителя министра здравоохранения. Кабинет министров также утвердил положение о лицензировании частной фармацевтической деятельности. В нем усилены вопросы кадрового обеспечения фармацевтической деятельности, в том числе требования необходимой квалификации и стажа работы в этой сфере. Настоящее положение определяет порядок и лицензионные требования для осуществления частной фармацевтической деятельности. Для цели настоящего положения определяется деятельность юридических и физических лиц, которые включают в себя условия хранения, опуска, оптовая и розничная торговля лекарственными средствами для медицинских целей. Поэтому просим вас утвердить это положение, чтобы упорядочить все это. Члены правительства утвердили структуру Министерства иностранных дел республики и установили предельную численность работников МИДа. При оформлении и выдаче виз внешнеполитическое ведомство страны теперь руководствуется новым положением. Оно регулирует не только форму визы, но и условия продления срока ее действия, восстановления в случае утраты, а также аннулирования. В данном проекте постановления будет предусмотрено 5 категорий виз в соответствии с законом. Это дипломатическая, служебная, обыкновенная, транзитная и виза временного проживающего лица. На данный момент сегодня в основном выдаются визы двух типов. Это обыкновенные рабочие и частные визы. После принятия данного проекта постановления в соответствии с законом обыкновенные рабочие визы будут выдаваться Государственной миграционной службой Республики Абхазия. И в целом данный проект постановления нацелен на реализацию закона о порядке выезда из Республики Абхазии и въезда. Члены правительства также утвердили коллегию Госкомитета по управлению имуществом и приватизации, определили состав абхазской части совместной комиссии по сотрудничеству с Республикой Крым и передали в аренду имущественный комплекс Дома отдыха Абхазия. Около 10 вопросов повестки дня касались предоставления земельных участков под строительство. Кабинет министров дал согласие на большинство из них, а также списал многолетние насаждения чая в селе Кумиста. Нисфа Аршба, Фатима Герги, Алексея Гухава. Абхазское телевидение.